Телеканал «Якутия-24» впервые расскажет удивительную историю о тех, кто поддерживает самых близких и родных, своих мужей и сыновей в военных госпиталях. Наша героиня Варвара Неустроева, жена бойца добровольческого отряда «Ботур» Алексея Петрова. 9 месяцев без выходных и отпусков. Варвара неотлучно находится рядом с тяжелораненым мужем и помогает ухаживать за другими покалеченными войной солдатами. Наши съемки проходили в санатории Бесчагда, где целебными силами женской любви, заботой врачей и волонтеров происходит настоящее чудо исцеления. Я знаю, что Варвара с моей деревни, с Нюрбинского улуса, село Малыкай. Мы вместе, да, земляки. Но она старше меня, да. А вот с Алексеем, да, познакомился здесь, в Бесчагда. Да, он тоже проходит реабилитацию, тоже уже как бы быстро ходить начал. Сначала он медленно ходил, сейчас уже, да, на коляске был, а сейчас сам ходит уже. Я удивилась, вот жена приехала, вот выхаживает ее, и вот насколько вот эта сила имеется у женщины, чтобы выхаживать и спать каждый день рядом с мужем на раскладушке. А когда я зашла в госпиталь, прямо удивилась. Из всех палат Варвара, Варвара, Варвара. И все бойцы, которые там находились, разных национальностей, разных возрастов, все Варвара, Варвара, и кричали все время. Я говорю, кого зовут-то? Говорит, меня. Алексей молодец, он сам трудится, проявляет свое желание всегда сделать как можно больше. Все делает с удовольствием и, конечно, преодолевает болевые ощущения. Он скромный, он мой тихий гавань вообще. С ним уютно, хорошо. Вообще. Моя любовь еще больше стала вообще. Я восхищаюсь. Я говорю, горжусь своим мужем. Я очень благодарен жене, что у меня такая жена добрая, вот помогает людям от сердца. Садимся ровненько, плечики поднимаем, лопаточки соединяем, плечики опускаем, животик подтягиваем, макушкой тянем себя вверх. В 2024 году, вот летом, в июле подписал контракт, и в составе 17-го добровольческого отряда «Ботур» отправился на СВО. Второй контракт подписал вот 10 марта, и 25-м отрядом «Ботур» вот второй контракт у меня начался. Это обычно как бывает, вот отряд как твоя вторая семья становится. Вот. Конечно, в одном блиндаже живешь с ребятами, вот и они уже становятся как братья твои. Даже некоторые ближе, чем родные братья, вот, братья по оружию. Но в глубине души я всегда думала и надеялась, что его не возьмут. Как бы, да, он и по возрасту не подходит, типа такого. Он настроен был настолько, что вообще никого не слушал. До последнего, когда вот закрылась дверь по аэропорту, только тогда поняла, что я на полгода осталась одна еще. Говорю, думаю, ой, дай Бог, чтобы вернулся живым и здоровым. В подмосковный санаторий Бесчагда Алексей и Варвара попали по бесплатной путевке перед самым Новым годом. В отделении реабилитации лечебного учреждения оказывают помощь в восстановлении здоровья участникам специальной военной операции. Алексей Владимирович приехал к нам, он был на колясочке, передвигался только на коляске. Потихонечку за счет двигательной активности, за счет миофасциального массажа, за счет правильных правильных движений и отработка паттерновской ходьбы мы встали и потихонечку начали ходить. Да? Помимо этого мы включили специальное упражнение для верхнего плечевого пояса и также занимаемся разработкой ручки. В дальнейшем будет снят аппарат Елизарова, и мы продолжим еще дальше наше восстановление, реабилитацию для того, чтобы рука в дальнейшем могла
больше и активнее быть, да, то есть помогать будет себе в жизни. А я сюда приехала, мы перестали плакать. Почему? Потому что, знаете, тут мама, потерявшая сыновей, да, отдыхают вместе с нами. И вдова, сколько много их. Всякому как бы человеку, прошедшему СВО, нужна очень сильная поддержка. Ребята, да, получают там как бы посттравматический синдром, ну, ПТСР, как называется. И вот через это перешагнуть очень трудно бывает. У меня тоже были такие ситуации тоже. Но я перешагнул через все это и сейчас с легкой улыбкой на лице иду вперед. Мария Семеновна. Моя Мария Семеновна, календалах не узнает. Калера, да, спела. Ой, значит, и Мария Семеновна. Ай, Молодец, коли внучей болбутти. значит, гейди. Кир, это на календакин. Мумака. Хорошо. Саховолонтеры стали для нас очень-очень близкими людьми. Все равно в жизни, оказывается, человек не один, никогда, оказывается. Да, вот всегда рядом такие добрые, отзывчивые. Всегда кто-то находится, все равно встречаем, всегда знакомимся, всегда вокруг нас кто-то все равно появляется. Вот за это я всех благодарю, кто был с нами рядом, кто заботился, с такой теплотой вспоминаем. Когда Алексей получил ранение, Варвара позвонила в колл-центр. А я была на телефоне колл-центра. И находилась в это время в Крыму, мы летом там. Конечно, я сразу ей сказала, что не беспокойтесь, волонтеры придут, помощь окажут, сразу все данные я отправляю. И отправила данные Туяре Николаевне, и после этого Варвара мне звонит: ой, как хорошо, спасибо, что уже Алексеем поговорили, все успокоилась, я лечу в Москву. Я сказала, очень хорошо, когда вот жены прилетают именно первое время, когда раненый лежит в госпитале, что поддержка очень нужна. По рации объявили, что в нашу сторону летит дрон. Ребята там стреляли, не попали. Ну, слышу, вот, дрон приближается, я вот там дробовик был на посту. Я с дробовика хорошо стреляю. Вот решил устроить засаду на дрон. За кустом спрятался, вот. Жду, дрон вот появился. Я первый выстрел сделал, ну, издалека выстрелить, чтобы дистанцию держать, не попал. И второй выстрел, вот, где в зоне досягаемости дрон уже подошел. Я вот хотел наверняка выстрелить, и тут осечка патроника, и дистанция стала критической. Я очень благодарен моим боевым друзьям, товарищам, которые меня оттуда вытащили, оказали первую помощь, вывезли оттуда, рискуя собой. И вот в Белгороде на связь вышел, сказал, что меня ранили, сказали, передал, что меня в Москву или в Санкт-Петербург повезут. Привезли в Москву, и через несколько дней прилетела жена. Специально выучил номера родных до этого, но после контузии, оказывается, все с головы вылетает.
не смог вспомнить ни один номер. Я услышала слово, что он раненый, без разговора. И он был очень уверен, что я 100% буду рядом. Врачи делают все возможное и невозможное, да? А после вот этого должен быть уход, поддержка. Вот это самое-самое главное. Они вот выжили там, да, здесь сделали операцию, там за жизнь боролись, человек остался жив. А после этого вот никого нету рядом, ничего нету, ни поддержки, ничего. А как дальше жить? И все, и сразу. А у кого поддержка, они прямо на глазах даже, у некоторых даже не только жены, матери, все рядом, вот вокруг. Те вот просто, не поверите, человек без рук, допустим, да, и ходить не может, там сломан, тут сломан, лежит полумертвый, полуживой, пожалуйста, через полгода на ногах уже бегом домой. Вообще ухаживает жена, мать, прямо вместе вот руку за руку пришли и так и троем ушли. У меня был пропуск с 8 утра до 8 вечера. Я вот с 8 утра до 8 вечера, пока не выгнали, я была рядом вот с ним вместе. Варвара – необыкновенно светлый человек. Прожили с мужем Алексеем душа в душу 35 лет. У них 2 взрослых детей, дочь и сын. Как признаются супруги, всю жизнь они вместе, как нитка с иголкой. Где Варвара, там Алексей, где Алексей, там Варвара. В сентябре прошлого года за волонтерскую помощь в госпиталях Варвара Иннокентьевна Неустроева была награждена медалью общественного признания жене участника СВО. Варвара очень доброжелательная, всегда с улыбкой заходит в дом. И такой шумная всегда, да, и когда она заходит, прямо в доме становится светло. Кроме этого, она очень хорошо готовит, и как приходит, вот в госпитале приходит в 8 часов вечера. Уставшая, конечно, нет, она тоже садится, начинает готовить. Она всех угощает, кому что надо. Вот, если что надо купить, она в обед бегом идет в магазин, покупает, приносит. Ну, я сказала бы, не все женщины такие, не все жены. Мы звоним, я звоню, как говорю, приезжайте срочно, ваш муж в очень тяжелом состоянии, нужна ваша поддержка. Но есть, к сожалению, женщины, которые говорят, нет, я не могу. А даже есть мамы, которые говорят, у меня работа. Тем, кому не приезжают жены, мамы, они очень тяжело все это переносят и очень долго выздоравливают. К сожалению, есть и те, которые не дождались своих мам и жен в госпитале. Есть такие парни. Были. Это очень тяжело. Еще одна проблема, с которой сталкиваются раненые бойцы – отсутствие в продаже сезонной адаптивной одежды. Футболки, куртки, шорты, жилеты приходится заказывать по индивидуальным размерам у волонтеров или у знакомых швей. Вот так, каждый день я одеваю, раздеваю. Это у нас в день несколько раз может случиться. Так. Это специальная тоже вот кофточка. Нам это шила племянница Алёши, Александра. Да. К нам специально приезжала. С Якутии. Ну вот видите, вот обычная сторона, вот как обычная кофточка, да, без ничего, взяли, одели. А тут, видите, вот со всех специально вот открываем, мол, замок у нас большой. Да, вот. И все взяли и открыли сразу. Вот. Видите, такой аппарат большой. И тут еще и у нас футболка тоже вот адаптивная на кнопочках. Это тоже все шила вот племянница наша на кнопочках. А где она научилась, кстати, шить именно адаптивную одежду?
Это я посмотрела у знакомых парней, которые лежат, и вот посоветовали тоже волонтеры, наши волонтеры. Вот оказывается, они тоже шьют вот такие штаны, шорты вот эти и чехлы для вот этих. У кого-то на ноге, у кого-то на руках, да, поэтому они тоже знают, оказывается, и вот посоветовали вот такие вот. И они нам очень много таких вещей шили. Это Полина Дмитриевна Розенблюм. С камуфляжа верх сделали, а внутри еще вот подруга моя Наталья Семеновна мне когда-то привозила фланель для детской лавелья, предназначенный в советское время еще. И вот этим вот немножко там выделила ему, и на самую такую вот рану сделали этим вот. А ему очень это вот нравится, что. Ну, Алексея прямо, она как грудного ребенка ухаживает за Алексеем. Алексей-то сперва вообще тяжелый был, как бы у него и уши не слышали, глаза не видели, в общем, все это из-за ранения. А она прямо своим оптимизмом все, Алеша, Алеша, Алеша. И так вот порхала вокруг него, и все это прямо... Он не успевал даже что-то просить или говорить. Так получилось, что первым человеком, которая попала в госпиталь, была я. Она настолько звонила утром, вечером, днем и переживала за него. Она каким-то чудом образом, без пропуска я попала в госпиталь. И какую картину я увидела, это был очень тяжело. Просто человек был при смерти. Такое тяжелое состояние. Он еле-еле говорил, еле-еле таким шепотом. Тухтигинеди, мини ехбумбаром, удир. И такое было беспомощное состояние. Я подумала, ну как же так, давай выкарабкивайся. И позвонила в это время Варваре, подключила связь, видео. И в первый раз они увидели друг друга после вот такого большого перерыва. И говорит, тючах, говорит, тючах. И такие у них эмоции. Алексей плачет, Варвара плачет, я с ними заодно. Тоже все плакали, когда вот эта вот первая встреча их была. Только начались холода, мы заказали Полине Дмитриевне нашей вот специальный вот этот, который укрывает тепленькой, да? Что-то типа пледа для вот руки, да, ручной, именно вот этой части. Да. Вот закрываем, тоже вот. В Видите, этом году аномально холодная зима. Да. Рекорд за 56-го года, по-моему, побит. Вот видите, вот так вот всё на кнопочке. И сверху, например, да, вот тоже А это жилет. жилет. Тоже, видите, обычный жилет превратили вот адаптивный. Вот. Ну, тоже замок. Тоже племянница наша, вот видите. Например, вот так вот одеваем. Вот, видите? Все. Вот. И с этой стороны тоже сразу на замок. И все. И рука полностью закрыта. Постоянно вот бойцов поддерживает, разговаривает, и все к ней подходят, и свои там проблемы рассказывает. Там. Я вот говорю ей, вот, ты вот постоянно вот их слушаешь, себя нагружаешь негативом. Он говорит, кто их будет слушать? Вот они вот о боях рассказывают, в которых они участвовали, как получили ранения. Вот. И получают психологическую помощь, наверное, да. Вот. И облегчение получают. Все это рассказывают жене. Вот. Олар деңгелер да? Хорошо. Эфеңелер. Үлеже. Evet. Ce.
Давай, пока, без всех. Ага. С Алексеем мы занимаемся каждый день. Бывает так, что даже 2 раза в день и по 40-45 минут. Благодаря нашим занятиям произошла консолидация той кости, которая была сломана за счет правильных движений, за счет улучшения кровообращения и за счет миофасциального релиза. Это на сегодняшний день техники, которые помогают восстановить движение в опорно-двигательном аппарате. Да, ребята, приезжайте без всегда. Здесь очень хорошие врачи, квалифицированные. И как бы ко мне все индивидуально подходят. И они знают ко мне, какой подход нужен. И они все знают. Да? Мне очень помогают даже. Я очень рад. Здесь очень вкусная еда, кормят хорошо. Комнаты тоже просторные, хорошие, светлые. Врачи тоже доброжелательные, всегда здороваются, улыбаются при встрече, всегда, каждый день. Вот, поэтому женщины, матери, все кто угодно, надо вот ухаживать за мужьями. Вот жалко прямо смотреть. Лежит человек, как будто бы живой, все радуются, но никому не нужно, как бы с другой стороны посмотреть, да? Никто не приходит, не звонит даже, да, поэтому обидно за них вообще. Надо вот ухаживать, надо все равно хотя бы звонить, не постоянно, хотя бы приезжать. Общение нужно, поддержка нужна, вот, и питание тоже очень-очень много значит. Хотелось бы пожелать мне, в первую очередь я желаю им продолжения рода, чтобы у них были внуки, самое главное. И первый же день, когда мы встретились, Алексей мне сказал: приезжайте к нам в Амгу. И вот мое второе желание, чтобы мы с ними встретились в Амге, у них дома. Вот это у меня главные вот пожелания. Алексей-то, наверное, не успокоится, пока вот победа уже все равно будет тревожиться, пока победа не наступит, поэтому победа тоже. Их связала любовь, и видно, что эти люди друг друга просто обожают, очень сильно любят. И только такие истории, мне кажется, помогают случиться чуду. Чуду выздоровления. Я очень благодарен жене, что у меня такая жена добрая, вот помогает людям от сердца. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Туяра Константинова, Айтал Байдунов, Виктор Олесов, Москва.